На научно-практической конференции в Югу обсудили геноцид осетинского народа. Научные деятели, преподаватели и представители интеллигенции зачитали доклады на тему. Тот факт, что грузинское, естественно, государство, независимо от политических каких-то моментов, аспектов, оно всегда было, естественно, заинтересовано исключительно в силовом решении юго-осетинского вопроса. По исторической статистике, от рук агрессора уничтожено 5277 осетин. Учитывая количество погибших во время перехода через Кавказский перевал, эта цифра составляет не менее четверти населения Южной Осетии. Följtjogbuundom bentunja kavenina lävud, dukkovbuun madom ju skuttetakutta, ama örtkopbuun bentunder nessus. Шолдарбуна феста вышемоттер форматай бобен видер шахсев. На конференции также приводили воспоминания участников ужасающих событий 20-х годов, сохранившиеся в летописи. Участники встречи подробно останавливались также на иных общественно-политических вопросах актуального спектра. То есть, допустим, Гитлер, он считал, что это его миссия Бога – истреблять евреев и освобождать землю от этих нелюдей. И поверьте, если бы вы поговорили с Гитлером, он вас в этом убедил. Вы с ним много поговорили. Да, психология – вещь очень сложная. И та же Грузия. Допустим, тот же Джохели, я не знаю, как это правильно его определять, его дневники 1920 года являются прямым доказательством использования софизмов, где он восхищается огнем, который поглощает осетинские дома, земли, детей и людей, и состояние психологической эйфории, восхищения огнем и смертью подтверждает, что для них это героизм. То есть Джохели является национальным героем Грузии, он является спасителем грузинской нации. Как констатировало научное сообщество, в Грузии до сих пор не наблюдается не то чтобы угрызений совести, которые побудили бы власть признать факт геноцида осетин, там наоборот усугубляется похабное противление исторической истине, что плачевно, но все же временно. Анна Гаева, Оксана Джоева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.